После выхода на экраны республики фильма «Вертолет» состоялась и премьера киноленты в Москве. В кинотеатре «Иллюзион» зрителей приветствовал режиссер Михаил Лукачевский. Как якутский фильм встретили в столице России? Об этом в материале Айсаны Бурнашовой. Фильм рассказывает о семье с младенцем, которая приезжает в отдаленную северную деревушку навестить родителей. Теплые встречи, объятия с родными, но счастье длится недолго. Героев постигают тяжелые испытания. Все в стиле психологического триллера, драмы и мистики. Размытые дороги, отсутствие связи и электричества, ребенка постигла дизентерия. Единственным спасением может стать вертолет. Молодые родители с надеждой всматриваются вдаль, не зная, что за них решение уже приняла судьба. Мы как северяне ждем вертолета как Бога, да? Что Он нас спасет, что Он нас покормит, что Он нас отвезет, увезет. Но на самом деле фильм об отношениях людей, об отношениях поколений. Съемки фильма проходили в мае 2015 года в Аймяконском Улусе. Съемочная группа прошла через снег, лед и холод, и всего за 1,5 месяца лента была отснята. Чувство отчаянной безнадежности, кадры тяжелой жизни на севере тронули сердца зрителей. Это «На злобу дня» фильм, такой фильм, который освещает жизнь наших северов, северных районов. Но я знаю, что Лукачевский концептуальный режиссер, у него всегда есть какие-то интересные ходы, его даже можно поставить на одну линию с какими-то очень знаменитыми режиссерами и найти переклички. Показы фильма «Вертолет» будут идти в «Иллюзионе» еще 2 недели. Жители Москвы также увидят и другие фильмы Лукачевского «Драму «Дорога» и «Белый день». Они выйдут в рамках спецпоказов. И «Вертолет», и другие якутские фильмы, они участвуют в значимых фестивалях, там «Кинотавр», «Окно в Европу», они выходят куда-то на Запад. И просто я думаю, что для наших зрителей важна возможность видеть эти фильмы не потому, что они якутские, а потому что это просто действительно очень хорошее, качественное авторское кино, которое мы стараемся у себя показывать. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов.